прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль. Только много и много напомнит эта темно-вишневая шаль. Только много и много напомнит эта темно-вишневая шаль. Свой рассказ я хочу посвятить моей мамочке, для тех далеких своих потомков, которым будет интересно услышать историю русской девушки Лиды, которая приехала вдаль далекую, в Вагинский округ с центральной части России, осталась тут, вышла за аборигена бурята замуж и осталась, всю жизнь прожила тут. И Агинская считает своей родиной. Родилась мамочка в 27 году, 13 сентября, в семье железнодорожника и домохозяйки. Вот на фотографии видно отец его, Иван Сергеевич, и мать Анастасия Петровна. Отец всю жизнь проработал на железной дороге с тех пор, как его семью перевезли из деревни Орловка, где родилась мама, на станцию Семанщина. В деревне Орловки жил дед. По рассказам мамы, он был очень трудолюбивый. У него был огромный сад, где все внуки в определенное время лакомились плодами этого сада. В общем, отец работал железнодорожником. Во время войны он участвовал, сразу его призвали, но пришел с ранением и работал на железной дороге. То есть во время войны он был дома, и семья не ощутила все тяготы и беды войны. Мама всю жизнь была домохозяйкой. В семье было у них 5 детей. Старшей была Антонина. Она в детстве перенесла инфекционные заболевания и была полуслепая. Вот на фотографии сестра ее, Антонина. Ага. Вот тут видно, что дедушка наш, отец мамин и мама. Потом, значит, Валентин, брат мамин, он до войны кончил ФЗО, ремесленное училище, и по распределению уехал работать в Челябинск. Когда он уезжал на работу, это было последний раз, когда не видели его до войны. Он ушел на войну и закончил его, как я уже рассказывала, на Востоке. И Константин. И последняя родилась Галя. Она родилась очень с большим перерывом, и мама ее выненчила. Я хочу немножко рассказать о детстве мамы. Они жили на разъездах, а потом, когда на станцию Семанщина переехали, она училась в железнодорожной школе. Рассказывает, что в то время дети очень жадные были до учебы, учились хорошо, мама тоже хорошо училась, очень великая жажда была к познанию всего. Она под одеялом с фонариком читала. Мама приходила, и, значит, их, как железнодорожный тем фонарик был, и постоянно контролировала. Что она рассказывает в своем детстве? Все время, начиная, значит, с самого раннего детства, они трудились. Трудились на огороде, обрабатывая картошку. Отец был железнодорожник, и каждому железнодорожнику от столба до столба вдоль железной дороги выделяли землю. Они садили там проса, косили сено. И вот мама, очень большая любительница пшенной каши, это пришло из детства. Она рассказывала, как это проса они обрабатывали. Тогда не было, значит, никаких обрабатывающих, все вручную делали. Вот мама загоняла нас детей, поскольку маленькие ножки, говорит, на цыпочках все пропалывали. Потом это проса они
провеяли, просеивали и всю зиму кушали кашу пшенную. Семья держала хозяйство. Вот этот двор у них, хозяйственный двор. Когда они привозили сено, вот эта крыша, они туда все сено наверх поднимали. Тут стояла как корова у них, корову держали, свиней держали в зимнее время. Почему? Потому что были очень большие снега, и невозможно было на улице оставить. Снега, конечно, подтаивали, если оставить на улице, все бы это промокло, закисло бы сено. Вот. Мало того, что сено туда, и в сено, по рассказам мамы, они закатывали яблоки Антоновка. Это был зимний сорт яблок. Они были зеленые, когда их закладывали, и постепенно дозаривались. И когда начинали поспевать, и говорят, зайдешь в этот двор, и такой дух был невероятный, настоящих яблок. Она до сих пор с блаженством вспоминает вот эти детские воспоминания. Вот в этом хозяйственном дворе держали они, значит, коров, свиней, куриц. Все было закрыто, и все. Мама с 7 лет доила корову. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. С любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна того. Зачем на белом свете есть безответная любовь? Я не хочу судьбу иную мне ни на что не променять, ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Я считаю, что жизнь у нее была очень интересная. Это как рассказывать, ну лично для меня это как уже какая-то легенда семейная. Потому что очень интересная история ее знакомства с нашим дедушкой. Вообще история, как она попала сюда, в Забайкальский край. Сама она из Пензенской области, переехала сюда по распределению после окончания института. Здесь Сначала, как по ее рассказам, она все это очень интересно рассказывает. Сначала она была уверена, что закончится срок распределения, и она с чистой совестью отсюда быстренько сбежит обратно на родину, в Москву или еще куда-то. Но приехала, какое-то время поработала, узнала местных людей, обычаи, встретила дедушку нашего, тогда еще тоже начинающего учителя. Вот, какие-то завязались у них отношения, которые переросли уже более глубокие чувства, да, любовь.
И в конце концов задержалась она тут на очень-очень долгий срок. Так, тут очень такие красивые фотографии. Это наша бабушка знаменитая, Цебегмит. Да, Судонтойской. Да, она читала, значит, на старомонгольском, на русском языке. Для своего времени она была очень просвещенной женщиной. Вот хорошие фотографии. И папа был последним ребенком ее. И до сих пор помнится, как он рассказывал, в школу побежит, со школы голодный придет, и у мамы грудь сосал. Он сосал лет до 8. А мама пойдет где-то по людям, тогда же голодно жили. Это мама уже жива? Да. И, значит, наестся, у нее молока много, и она придет и накормит. Накормит. Так, вот так положим. Вот. Мы очень любили этот альбом. Так, вот это вот мамочка папина, это мама мамина. Тоже красивая, она очень строгая была женщина, такая строгая. Вот она со своей семьей, это младшая дочка, это внук ее. Ну вот это знаменитая судунтуйская фотография. Это наша бабушка со своей дочкой, ее муж и дочка Бальжин Батаровна. Она долгое время работала в Зугалайской средней школе. Благодаря, наверное, нашим родителям она пошла в учителя, была педагогом очень хорошим, преподавала английский язык, была директором школы долго. В общем, династия продолжилась. Это мама со своим братом Константином, это ее сестра, это брат Валентин Иванович. Он прошел всю войну, прошел японскую войну и остался в Владивостоке. И там же он умер. Фронтовик. А эта сестра где? А эта сестра, она, значит, в Кольчугино сейчас живет. Один сын у нее. Но вот они двое остались живые с мамой. А эти две матери. Кольчугино, Владимирская область. Но это тоже брат Константин, он очень... Они, вот, что мама, что папа, они с породы очень умных людей. Константин, он закончил институт в Ленинграде, институт точной механики. И участвовал при разработке первого спутника Земли. Так. Ну вот тут вот это Анастасия Петровна Казанкова. Андреевна. Анастасия Андреевна Казанкова. Она приехала тоже очень рано, вперед мамы, и она работала в педучилище всю жизнь. Потом, значит, свою жизнь она закончила в Краснокаменске у дочери. Ну, вот видите, по надписи 50-й год. Молодые, красивые, вся жизнь впереди. Но это сестра, вот тоже сестра с матерью. Это брат, который в Владивостоке жил. Это вот с кем? А это со своей сестрой. Это сестра, брат. Тетя Циндема. Она была ветврачом, веттехником, на коне все время ездила. Ну, в то время система такая была, что очень хорошо работали ветврачи, эти санитары. Проводили вакцинацию, осеменение, вот так вот. Она очень хорошо пела. Когда мама закончила школу, это было во время войны. Это вот студентка, да? Да, вот студентка она. И она, имея на руках аттестат, где все пятерки, этот аттестат отдали в музей образования Агинского округа, при педколледже там. И она поступила в Московский государственный университет, отделение физики. Она видела все салюты, когда уже советская армия гнала немцев, и были салюты в Москве. Она видела все салюты в Москве. Но голод выгнал ее, за что с Москвы ректор уговаривал их: оставайтесь, девчата, вы что делаете, время наладится. Она доела банку меда, который дал ей крестный, когда она поехала в Москву. Она по чайной ложечке растягивала вот это. Но поскольку привыкла очень хорошо кушать в деревне, отец железнодорожник был во время войны, пришел раненый, и то есть они во время войны не голодали.
И поэтому она смолодушничала и приехала в Пензу и закончила Пензенский пединститут, куда ее с великим удовольствием взяли, поскольку она отличница. И, значит, вот на том закончилась эпопея с Московским государственным университетом. Но вот тут уже они почтенные, мамин брат со своей женой, и мы. Вот у нас Мишенька родился, и папа, как игрушечка у нас, вообще красивый такой, очень аккуратный, очень симпатичный человек. Так, ну тут что? Дальше, ага. Вот тут мамочка, вот тут я плохо вижу. Так, тут ее подружки, это подружки студенческие. Вот Анастасия Андреевна Казанкова та же. Но тут я уже не знаю, кто. Ага, вот это та самая Маруся Дикарева, которая приехала с ней в Агинскую школу историком. Потом она, значит, год проработала здесь, уехала в Красный Чекой, вышла замуж за военного и уехала, ну, дальше туда уехала, куда по месту распределения мужа. Мои две подруги, Каравашкина и Дикарева Маруся, с которой я училась с 1 по 10 класс. В общем, мы сюда приехали. В Агинском школа была одна средняя, одна, и 7-летняя. С этим альбомом связано очень много детских воспоминаний. Он у нас с самого раннего детства. Тут, если мы откроем первую страничку, написано, что учащиеся 10 класса подарили любимым учителям Лидии Ивановне, Жамсарану Жамбаловичу. Когда мы в детстве брали этот альбом в руки, нам казалось, что это такой сказочный, он такой был бархатный, золотой Кремль. И, конечно, много воспоминаний, много эмоций было, когда мы смотрели эти фотографии. Сейчас, конечно, он немножко потрепанный, сейчас лучше, красивее есть, но все равно очень интересно до сих пор смотреть эти фотографии. Вот, например, педагогический коллектив Зугалайской 11-летней школы, 61 год. Вот такая красивая молодая мама наша. Вот она. А это папа. И мама рассказывала про всех учителей. Всех она помнила, конечно, сейчас уже забыто. Здесь есть такие Зугалай, какой год? 61-й, мама, год. Вот это кто? Дылык? Дылык Жамсоин. Жамсоин. А вот это кто? Цицик Нарбоева. Ага, так. Вот это кто? То Елена Образцова, по-моему. Ну ладно, ага, ладно. А вот этот, по-моему, Бархон Хайдапович, ага? Бархон Хайдапович, да. Который был очень знаменитый математик, и теперь, значит, проходит Олимпиада, посвященная ему, его имени. Кто это? Рассказывай. В общем, родился первенец, вот наши. Мы очень хорошо жили. Мама... И она очень воспринимала. Она приехала помогать вам? А? Помогать приехала? Ну, помогать мы к ней приехали. Ну, тут, видишь, детская кроватка стоит. Судунтуи. Мама, вот тут вот кто приехал к вам, или это вы где? А это мама моя приезжала ко мне. Вот это наши дети. А эта мать приезжала с Тиманщина. С Пензенска. В общем, с Пензы. А вот детей-то двое? У меня еще не было. Не было еще. С Пензы. Вот как раз мы двое детей у нас были. А Саша был такой симпатичный, беленький для бурятни, и умилялись ему. Вот это первенец. Это, видимо, на стадионе на каком-то, вот. А там аж женщины.
Ну что ты, готов? Хорошая вот идея появилась у нашего племянника, у Михаила, отснять фильм, чтобы для потомков, для детей, для внуков, даже не для детей, для внуков, для правнуков, когда-то кто-то откроет вот эту диск-то и посмотрит, и вспомнит, какая была маман у нас, которая приехала сюда в далеком 47-м, однако, году. Вот. Ну, что хочется сказать. Во-первых, конечно, спасибо, что она была как бы поддержкой нам. Вот. Когда у меня умерла жена, тут же приехали, Сережка жил, Татьяна жила. Вот она сразу же забрала их сюда, и они тут воспитывались у нее. Она как бы давала, поддержала очень меня. Ну и кроме того, все вот эти венцы, они же тоже прошли через маму-то. Начиная от Юры, Юра, Саша, Леша, все жили здесь, она старалась их подтянуть, направить, приучить. Ну и, соответственно, с батей, не без помощи бати. Батя был, конечно, человек, который очень любил нашу родину, наш Агинск. И он, как бы, мне кажется, вот от него больше вот что вот, именно любовь к природе, к Агинскому. Хорошо. Времени много занимает, наверное, вот это. Вот. Самое главное, конечно, почему мама осталась здесь, я так думаю. Она, наверное, осталась потому, как, приехав молодой девчонкой, попав в вот эту среду, когда эти благодарные ученики были, которые... И тогда вообще то время было знаменательно тем, что все хотели учиться, ребятишки-то. И она, видя, как внимают ее урокам, вот, мне кажется, вот это самое главное. Она просто полюбила людей. Давай, мама, еще раз споем. Ага. Еще раз. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, звездные огни аэродромов. Мамочка каждое утро встает, приходит сюда чай пить, в окошко смотрит, и у нее фраза такая: когда я сюда приехала в 48 году, было только 2 маленьких улицы, тут все было пустырь. Да, все так говорят, что старые. Она приехала в 48 году. Когда она приехала, их поселили в интернате при школе и даже поставили на довольствие. В интернате. Да, они только делали, что работали. Там время же было, карточная система. Карточная система. Говорит, пока на уроках хлеба невозможно купить. Так условия создавали для учителей. Для учителей создавали. Да, действительно. А когда ехала сюда, такую интересную, может, вы слышали, я рассказывала такую историю. Когда, значит, они выбрали Агинской со своей подругой Марусей Дикаревой, та была историк, а мама математик. И их собрали в Окрано и, значит, посадили на поезд. Поехали они до станции Могой той. Едут, и вот сидит напротив нас такой, говорит, типичный, говорит, как я теперь понимаю, бурят. Такое лицо, говорит, круглое. Насак Гуралтуевич Юндунов, по-моему. И спрашивает нас: девчата, вы куда? А мы, говорит, учителя в Агинск поехали. Говорит, он так обрадовался. Поезд приходил вечером. Он говорит: а как же мы доберемся? Где это Агинская-то? Он говорит: а я вам помогу, не беспокойтесь. А он работал то ли в исполкоме где-то. За мной машина придет, я вас отправлю. Я хочу это все к чему сказать, что очень доброжелательны были, и народ бурятский стремился к знаниям и всячески поддерживали. Приехали они на станцию Могойты, посадили их на грузовик, привезли в район, там уже сторож все знал, переночевали, утром на телеге приехала за ними, вот точно не помню. Мама, на телеге в район кто за вами приехал? Могойты. Нет, в Агинске. В Агинске. Ой, не помню. Она всегда говорила, кто же. Ну, в общем, на телеге. Ага, привезли. Ага. Ну, так вот. Ну, тогда же много же молодых специалистов с Запада приезжало, учителей, врачей. Даже вот Казанкова.
Ансия Андреевна, Тамара Александровна, Нина Петровна. Вот одного же времени все, получается. Я помню, в Харшибире работала Нина Федосеевна, врач, мать этих Валдановых. А тогда по многим же школам, по одному, по вот считай, в первой школе сколько работал до пенсии уже. Да, и всю жизнь Бутина работали. Ангелина, как ее, Ивановна или как? Ангелина Ивановна. Вот, и это Кобызева тоже. Они же тоже с той же волны. Ну да. Да, ехали. Все-таки государство думало Да, об образовании. До сих пор я использую, значит, время, которое мне отведено. Вот, значит, Она, ценит время. она мне помогает, она вот морковку она начистила, и капусту собралась. всю жизнь я использовала здесь, именно здесь, в Агинском. Ну вот, и поэтому осталась, вышла замуж. Очень хороший человек Ира, вы в школе попался. знакомились, по-моему. А тогда одна Шамзаран школа была. Джамбалович. Одна школа Все мы была. прожили с ним исключительно хорошим, значит, союзом. Рассказывает, говорит, Союзом. когда Вот у меня родились 3 сыновей, 3 дочерей, и, значит, и я использовала время фотография. не только вот так. Ну вот, Это кто? Жамсаран Джамбалович здесь, значит, у меня как раз, значит, и использовал. Когда, говорит, уехала эта Маруся Дикарева, она была историк. Она уехала, вернулась. она уехала в Красный Чекой. Ну. Потом вышла за офицера замуж, уехала, видимо. А на ее место приехал мой папа. Говорит, там стояла у них, говорит, в учительской стояла полка с журналами, а под полочкой стояла лавка. И говорит, смотрю, говорит, там сидит, говорит, чистенький, аккуратненький такой. Говорит, такой Сразу. тихенький, говорит, придет и, говорит, и сидит. А с ним еще какой-то приехал тоже, но я не помню. И потом, значит, потихонечку они познакомились. Отправляли их на сельхозработы. Мы даже успевали работать. Как осенью на картошку, Анатолий Ладонович, помните? Ну, так всех же школьники. же Для всегда интерната, для столовой же садили сами. А их, Садили, сами копали. А их отправили на какие-то, видимо, то ли зерно собирать. Может, на сорт участок. На сорт участок. Рядом. И сказали, Лидия Ивановна поедет с Жамбаловым. А она думала, да что Сергей Жамбалович, видимо, работал тогда. Она говорит, ой, как хорошо. И, видимо, Жамсаран Джамбалович, наверное, услышал, и все. И стрела Амура пронзила его сердце. Я очень многому в жизни училась у Лидии Ивановны, особенно как учитель математики, как методист. Вместе со студентами первый год с Лидией Ивановной я ходила на практику как студентка. Как анализировать урок, как готовить студентов. Всему этому как раз училась именно у Лидии Ивановны. С Лидией Ивановной мы знакомы очень давно, так как мы с Сашей, старшим ее сыном, учились со 2 класса. Это ориентировочно 62 год. Вот где-то 62 года мы с ней знакомы. Потом в 1975 году, после окончания института, я поступил работать в Агинский педколледж, тогда педучилище, а она там уже работала математиком. То есть из мамы друга она стала уже плюс коллегой. И вот вплоть до ухода на пенсию, когда она ушла,
Мы вместе работали, но как у старший товарищ, конечно. Я молодой специалист, учился к отношению к работе, не чисто как по предмету, а отношение к работе, к людям. Она заведовала профсоюзами в нашем коллективе. Вот. Я там какое-то время работал. То есть тоже была своего рода школа работы, организации и детей, и взрослых педколлектива самого. Очень хороший, замечательный человек. Я очень люблю ее. Она как бы дала нам жизнь с Олей. Замечательная такой. Я никогда не слышал таких слов, чтобы грубости от нее всякие разные. Хотя она и как бы маленечко такая грозная женщина, как педагог. Но в основном-то она сама очень прекрасный, милый человек. Для меня она как вторая мать. Я с уважением к ней отношусь, тем более сейчас, как она вот старенькая уже стала. Много лет, 87-й год пошел ей. И я как бы, в принципе, это за нее очень рад, что она в таком состоянии еще и ходит, помогает, все делает. Даже пытаться как бы что-то помочь. Я удивляюсь ей, всему этой силы такой. Волшебной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою. Я знаю Сеню Жамбаловых уже очень много лет, года 72-го. Учился с Александром Иссути вместе. НИИШ мы закончили, нынешний СИПГУПС. Вот. Родителей Саши я знаю лет, наверное, 15. Вот. Знаю их как очень хороших, порядочных людей, отца и мать. У меня только о них очень самые светлые воспоминания. Что я могу сказать особенно? Это вот какая-то необычайная культура их обоих, отца и матери, Лидии Ивановны. Ну как огород? Черемушку. Ну как огород? Лидия Ивановна. Мама, тебя спрашивает. Огород понравился? Ну, очень огород хороший. Вот особенно вот это. Помидоры. Помидоры. Жить без любви.
Быть может просто, но как на свете без любви прожить, жить без любви? Быть может просто, но как на свете без любви прожить? Пускай она сто раз обманет, пускай не стоит ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете. Да, ну что про бабушку, про бабушку. Теперь для моих детей это уже прабабушка. Бабушка, наверное, один из старейших у нас учителей, которые остались в поселке. Длинная история о том, как она попала из европейской части России, поучившись в Москве, в Пензе, куда-то в непонятный край, к бурятам. И здесь всю жизнь связала с этим бурятским краем, с дедушкой, с Жамсараном. Вот. И я помню, в школе учился в СШ номер 2. Мне было, конечно, не просто учиться, потому что как бы ни нахулиганил, ни бедокурил, первое, что говорили учителя, говорили: вот, а твоя бабушка здесь преподавала, твой дедушка здесь преподавал, был директором школы, твоя мама, там, дяди все учились, а как же ты можешь так себе? Поэтому таких поводов было немного, но пару раз мне такое как бы говорили учителя. И поэтому приходилось держать планку, что и школа, деревянная школа, она дедушкой была построена. И баба, ты же работала, да, в СШ номер 2? Работала. Вот, и все родители учились. А так, поскольку переезжали родители то туда, то сюда, то Краснокаменск, то Орловский, а я учился в школе, вот, по сути, все детство у меня прошло по системе Макаренко. Поскольку бабушка с дедушкой были педагоги, у них на видном месте лежала система Макаренко, педагогическая система. Я был продукт педагогической системы Макаренко. Видишь в тереме окошко? На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай. Иван Царевич. Рядышком садитесь. Мне только не дай. Рядышком, не, вместе. Сестренки. Иван Царевич через стену перелез, рядышком, Алена, сядь. На окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит. Изграй, сейчас смотрим вас. Вот, но тем не менее, вот сейчас уже после такого времени я понимаю, что достаточно интересно и мудро. Не знаю, это было по наитию, по интуиции образования. Помню, маленьким, там 6 или 7 лет было, жили же достаточно не богато, просто вот у нас бычок, и вот я помню, дедушка с бабушкой со мной обсуждали, типа вот оставляем бычка на зиму этого или закалываем. И мне там 7 лет и 8 лет, я не знаю, насколько они искренне это спрашивали, но тем не менее у меня было полное ощущение, что я был вовлечен в процесс принятия решения. И с маленького возраста, вот насколько себя помню, всегда со мной разговаривали как взрослым человеком. То есть никогда не допускали того, что там показывали, что я как-то как ребенок могу. Всегда с меня требовали как со взрослого человека. Конечно, там закрывали глаза на шалости, понимали, что я ребенок. Вот, и поэтому мне повезло, что бабушка, дедушка, педагоги с большой буквы, с опытом, уже без, как часто бывает у молодых родителей, желания самоутвердиться за счет детей, уже без такого желания, мудро воспитывали. Поэтому такое у меня было везение, я считаю, в детстве. Наверное, сейчас я смотрю тоже, как я стараюсь с детьми общаться, очень похоже, как дедушка. И часто ловлю себя на мысли, что по манере общения очень похож. Ну, конечно, перенимаешь же все равно там черты. Вот. А сейчас бабушка у нас старая, 87 лет, но еще крепкая, да? Не крепкая. Крепкая еще, крепкая. Вот уже до правнуков, уже правнукам 10 лет, это самая старшая правнучка. 10 лет будет правнучке, так что еще рассказать? Давай, Настя, ты скажи что-нибудь. Скажи, когда ты впервые про бабушку увидела?
Год назад. Год назад. Что ты знаешь про прабабушку? Она была учителем математики в И, школе. и физики. И прошла всю войну. Она во время войны училась. А где она училась? Забыла. В Москве и в Пензе. Понятно. Вот бабушка учитель, то есть у тебя твоя прабабушка была учителем, а прадедушка кто был? Тоже Да, директором школы. Да, а учителем какой предмет он преподавал? Истории. Вот, так что. А Настя, тебе какие предметы нравятся? Творческие. Творческие. И математика. И математика тоже нравится, конечно. У нас же должно быть это от бабушки в генах математика. Шахматы. Вот. И английский. И английский. А Дмитрий проводит здесь, он хоккеист, он проводит здесь соревнования имени Колдарова. Дочь, ну все, в Новосибирск, да. Уже Там увидеть. твоя бабушка ведет? Конечно. Что не нравится? Зарядку? Я тебе... А тебе на автобус? Не, тебе же основу. Ну, ладно, давай. Бабушка? Это снимайте. Вот, сейчас. Звезда экрана. Да. Будут, мам, конечно, будут. Все. Давай. Лидия Ивановна была у нас классным руководителем 4 года учебы в Агинском педагогическом колледже. Она была учителем математики, классным руководителем. Она прекрасный педагог, заботливый товарищ и как вторая мама. И после окончания Агинского педагогического колледжа мы все разлетелись. И через некоторое время мы стали у нее встречаться 8 марта маленьким, не всем коллективом, но маленьким коллективом, те, которые в основном живут в Агинске. Мы каждый год ходили к ней на 8 марта. И эти встречи мне, например, запомнились тем, что мы учились у нее, как жить, как строить семью, как воспитывать детей, как вообще относиться к человеку, к окружающему миру. Мы видели интеллектуально развитую, добрую, заботливую маму, бабушку. Лидия Ивановна, ваши ученицы приехали поздравить вас с 8 марта. Желают вам крепкого здоровья, Спасибо. благополучия и на долгие годы счастливо жить, наверное. Я всех хочу поздравить, конечно, с днем 8 марта, дорогие женщины. Пожелать самое главное здоровья, оптимизма, позитива, чтобы в жизни случались только хорошие моменты. Летят перелетные птицы. Вдали голубой летят они в дальние страны. Я думаю, заслуга Лидии Ивановны, что наша группа стала очень дружной, что мы по жизни всегда до сих пор друг к другу ходим, помогаем друг другу. И вот спустя многие годы я стала невесткой Лидии Ивановны. Вот я замужем за старшим сыном Александром. И то, что в нем есть такие хорошие качества, доброта, отзывчивость, честность. Это, я думаю, это все от его родителей.
от отца Жамсрана Жамбалыча и, конечно же, от нашей любимой мамы Новиковой Лидии Ивановны. Лидия Ивановна является невесткой Жамбаловых. Я сын старшего брата Жамбалова Жамсран, поэтому я знаю давно. Лидовая я знаю всю жизнь, как я знаю, всю жизнь работал преподавателем школы и потом, значит, училище, педагогическое училище. Но она для нас уважаемый человек. Мы все знакомы с детьми. Они являются нашими двоюродными братьями, сестрами. Поэтому мы друг к другу ходим на все мероприятия, которые проводятся у нас, у Жамбаловых. Все у нас бывает. Прибыла сюда в 48 году, когда, значит, это поселок был, значит, был две улицы. Причем одна улица в одном конце, другая в другом конце. Вот и мне здесь понравилось, и я осталась, и все время осталась. Здесь замуж вышла, здесь у меня родились дети, здесь похоронен муж, здесь старая усадьба. Вот мы закочевали в тот дом, в котором я, значит, жила. Мне педучилище этот дом дало. И вот теперь я, значит, очень даже довольна, что смерть моя наступит именно здесь.